На канале Абхазского телевидения специальный выпуск новостей. Здравствуйте. Сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел заседание Совета безопасности, на котором была обсуждена ситуация в связи с выявлением первого больного коронавирусной инфекцией, меры, которые необходимо предпринять, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции. Никакого дальнейшего. Уже есть случаи заражения коронавирусом гражданина Абхазии. Надеюсь, один. И нам необходимо принимать меры для того, чтобы остановить эпидемию в самом ее зародыше, сделать все возможное, чтобы эпидемия не распространилась. Непосредственно вот эта так называемая первая линия контактов, это члены семьи, близкие родственники, их 6 человек. Они сидят строго на карантине, под строгим наблюдением врачей-эпидемиологов и инфекционистов. Есть также другие контактные лица, это и соседи, и те места, где они посещали в той или иной форме, их больше 20. Эти лица все практически, большинство выяснены, взяты на контроль. Что касается первых, ближайших, скажем, родственников, в положенные сроки они будут обследованы. Так же, как и все остальные, будут в динамике наблюдаться по состоянию их здоровья, а также обследованы лабораторно. Но, учитывая то, что данный случай зафиксирован в городе Гагра и выявлен таким образом очаг инфекции, поэтому мы считаем необходимым принять все необходимые исчерпывающие меры для локализации этого очага. Как по линии, соответственно, Министерства здравоохранения, санэпидслужбы, которые сейчас выполняют свои обязанности, также и по другим структурам. По итогам заседания Валерий Бганба подписал распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района. Согласно распоряжению, комендантский час вводится с 20 часов вечера до 7 часов утра. Во время комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, а также лиц в случае их обращения за экстренной медицинской помощью. А сейчас последние новости из оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. И ситуация на 8 апреля следующая. Состояние первого больного, выявленного коронавирус, расценивается как средней степени тяжести. После проверки всех контактируемых лиц с первым заболевшим, коронавирус также был выявлен у одного из них. Данный гражданин сейчас находится в режиме самоизоляции, состояние его удовлетворительное, он получает необходимое лечение и находится под контролем специалистов. Помимо этого, тестирование было проведено еще 5 пациентам, коронавирус не был подтвержден. Таким образом, в Республике Абхазия на 8 апреля 2020 года выявлено 2 случая коронавирусной инфекции. К сожалению, прошлой ночью мы получили новость о том, что ушел из жизни 15-летний подросток. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, где сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Но, несмотря на все необходимые мероприятия, к сожалению, скончался. Учитывая эпидобстановку в стране, был взят анализ на COVID-19, результат которого был отрицательный. Приносим свои соболезнования родным и близким. В очередной раз призываем граждан соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. О том, какая работа проводится в Гагре, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в интервью нашим коллегам из Гагра ТВ рассказал представитель районного штаба по борьбе с коронавирусом Владимир Вардая. В городе Гагра по улице Абазга, дом 53-1,
был выявлен один заболевший коронавирусом. Администрация Гагринского района совместно с милицией, совместно с необходимыми всеми службами Гагринского района принимаются меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Введены все необходимые положения, которые нужны для карантина данного дома. Администрация Гагринского района также совместно со всеми службами принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения дальнейшей этой инфекции. Ну, здесь сотрудники милиции, да, дежурят? Да. С больницы кто-нибудь есть? Врачи с больницы уже были. Дом сейчас, можно сказать, закрытый. Продезинфицирован дом вчера утром и вечером. 2 раза дом продезинфицирован. Жители данного дома на улицу не выпускаются, пока они находятся на карантине. Все необходимое жителям, начиная от хлеба. Вот сейчас вы слышали, сами просят медикаменты. Да, наши волонтеры по городу Гагра работают на 5 с плюсом. Ну, родственники приносят, просто мы никого в дом не запускаем. И самим жителям не разрешаем выходить. Они уже на веревочках спускают пакеты. И сами жители по дому, очень активный дом, да, помогают по старикам, по малоимущим. Нет, не паникуют, ну, естественно, переживания есть. Так же, как и у нас у всех. Мы находимся в доме по улице Абазга, дом 53/1, это город Гагра, центр Гагры. Дом находится под карантином. Соседи у нас все послушные граждане. В доме паники нет, все в порядке. Обеспечили с утра их всем необходимым. Кто-то лекарства попросил, кто-то валерьянку. В основном, конечно, это нервные беспокойства какие-то. В доме все есть. И что еще? Составили списки жителей, администрация нас попросила. В принципе, пока все в порядке. Состояние первого больного в Абхазии с подтвержденной коронавирусной инфекцией медики оценивают как стабильно тяжелое. В больницу пациент поступил с такими симптомами, как повышенная температура, сопровождающаяся сухим кашлем. Как отмечают врачи, говорить о прогнозах лечения больного можно будет только через 12-14 дней. В настоящее время у нас лежит один пациент с подтвержденным коронавирусной инфекцией. Состояние его на данный момент средней тяжести. Получает плановое лечение. Кроме этого пациента в данный момент никто не находится. Все, кто контактировал с ним, начиная от границы с момента перехода его до момента госпитализации и подтверждения диагноза, выявлены эпидемиологической службой санэпидстанции и сейчас находятся пока на стадии самоизоляции. Ачымазарачкы захезы рапхетби атылауай ашқут тагалуп Гагра калакеджа. Яхезы араqa ачымазыра аламырчары заейчка аус мепігіп куарты ехейт Гагра района хадайна панцакуана зыгзо Владимир Джиния. Яра изахез ачны дыныр гачны инардына вина дахын хуз хуз бартакуанус ими пыз говори дезинфекция харичто усурку мепган шимцан гинас хомчхан гимепган усурку яра вина инжу отахата на год яра дахын хуз ими подвеск нигу убарт на сауса другой я хайнер на вируса ганахла атакан хау на винус полтеус посока рамчла вина шамук фашгидулан традузи вина барато усурку мебгоба мужчина кой гылу сверхчет ала идулан зарато era убренежин хо жера кайгата ума фадот шут волонтерство хайзышто убра ирхчот авина харгыл это стол это хорова сарха краргума убрена курдот и лубаниргот убашнс ай коршрейчу список добре era дашал звила вздохне вздыхай era ткарка ахштор саганахла бенауз хада нахатус машина да газ обрезги иха ну جيجة طيب ريحنا يحيى حياة خضر أخشتر تجانا خلاور بريغادا دزغاز
ута карантина хичту милиция ганахла ира машина такси кто итачая карантина хичту бас рызыгы аусрда голод харги губзирах чата ганахла гаусучу аусрда бас усура убри يدحلوا الزقية يدحلوا الزقية تعشالهم حبخزار لهم رزقية كارانتينا تلا حرزاسو يرزاسو يلرقاو تيخو وبري يمشي بجنسقة دوس شرف الشرزة بس تكوجان قوردو واحد جديد Ус иааидкыланы ҳтәылаҿы ирылаҳәо абарҭ аԥҟарақәа Гагра ақалақьаҿы, араионаҿы еибанӡақәныҟәо иара ажәлар. خلينا نلاقي أكثر حياة خطوة زجاج Гагра район яланхо, телко иханхо тепко алдана пенис одеускоги. Агис шбеганахлаги яра санэпидстанция что губзирах чарта рызыги телла ирзасон ихо ипо расагила зашер губзира зугу температура ганахланас сибири асико хазги хаму بتوص برتقابري هوسي خلق شزيجة يوري خشبة بنص يسبح حسن بريان مشكل هذه يوري بسيح ذا زري مارتي فيه بالضبط زمان بس أبي اخترق الله أنت إلى دخص أحيا ويجي نتخنت ناس حكيت شو درجات ونعيش سعر رمل وبس بزيوك أخنس يمسى شورا نشتز جنس ليش تسوب بس زي نوسكو يا حمرود أجلس إيش نفسه خجزق يزق هو بسرعة واجد رحلة أيوة بكرة حاول استخدم حاجة حاول كرة استخدم بنزل حسوس كخشوج بسوت شوب دوسي يا إيجوران أو زرقوا زوم كنا شروم جسم المينستر وصل شروم ناس Аԥсны Ахада инапынҵақәа ааназыгӡо аԥыза-министр Валери Бганба ақалақьқәеи араионқәеи рхадацәала рхәны аиԥылара мҩаԥигеит. Аиҳабыра рхада ишазгәеиҭаз ала араионқәа рҿы иҟоу амчқәа зегьы еидыркылароуп ачымазараҿ каԥырҟәаара аусаҿы. Еиҳа ирӷәӷәатәуп амедицинатә усбарҭақәа русура. Амедицина аусхкаҿы арезервтә специалистцәа хиазароуп ианаҭаху аамҭазы ацхыраара аҟаҵараса. Валери Бганба араионқәа рхадацәа рнапы ианиҵеит аҭагылазаашьа ҷыда иацклаԥшларц азы. Ауааԥсыра рыҩныҵҟа информациатә усура мҩаԥыргаларц. Иара убас ари аиԥылараҿы ирылацәажәеит асоциалтә хьчара аусбарҭақәеи аволонтиортә еиҿкаарақәеи русеицура иадҳәалаз азҵаарақәа. Иахьа аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба Аԥсны ауаажәларра рышҟа ааԥхьара ҟаиҵеит. Дорогие соотечественники, деятельность руководства страны, правительства, самоотверженная работа сотен и тысяч людей, медиков, пограничников, сотрудников милиции, санитарных врачей, волонтеров и многих других позволила нам до сегодняшнего дня не допускать распространения коронавируса в нашей стране, хотя эпидемия бушевала во всех соседних странах. Сегодня мы вступили в новую фазу противодействия эпидемии. Эта фаза более сложная, более тяжелая. Надо сделать все возможное для того, чтобы остановить болезнь в своем очаге, не допустить его распространения по нашей стране и, конечно же, обеспечить лечение больных. Благодаря принятым правительством мерам, благодаря помощи нашего бизнеса, мы имеем и продолжаем приобретать медицинское оборудование, медикаменты, все, что необходимо для лечения наших граждан. Государство примите серьезные организационные меры, которые дадут возможность ограничить распространение коронавируса. Но главная задача в борьбе против распространения эпидемии лежит на вас, дорогие друзья. Вы должны сохранить себя, свою семью, своих друзей. Все это можно сделать одним способом – не выходить на улицу без надобности, выполнять все, о чем просят медицинские работники. Наша недисциплинированность, отсутствие гражданской сознательности может привести к большой беде. Отдельно хотелось бы обратиться к тем, кто недавно приехал домой из сопредельных стран. Самоизоляция – это ваша обязанность. Страна выполнила свой долг перед вами. Выполните и вы, иначе пострадают ваши близкие, ваши друзья, ваша семья. Хатырску хаважлар. Аамту ведойх тагылу. Итадах чагылу пага. Уйдубом, дуахвам, ахаим чмачам. Ус шаку абот игирта хунткара кварчо имя пусахтыс курыла.
Иахьа ачымазара бааԥсы ҳаргьы ҳгәар иҭалеит. Ҳамч, ҳалшара иҳамоу зегьы рыла уи аанкылара ҳаҿуп. Аха иаҳа зымчу шәара шәоуп. Шәхы шәыхьчар, шәҭаацәа шәыхьчар, шәҩызцәа шәыхьчар, шәыҩнаҭақәа рҿы ичҳаны шәтәар, хымԥада ацхыраара ду ҳашәҭоит. Уи адагьы ҳхаҳмыршҭроуп ҳқыҭақәа, ҳахәшҭарақәа. Изылшо ҳгьежьып. Ақыҭа акәын Аԥсны зыхьчоз, ақыҭа акәын ҳҿазҵоз, ҳаиқәзырхоз. Даҽазнык аҳәара ҟасҵоит. Шәхы шәыхьча, ҳхы ҳахьчар Анцәагьы ҳаихьчоит. Шәагымхааит Аԥсынра, Анцәа шәихьчааит. За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве. В Краснодарском крае количество зараженных увеличилось на 24. 20 из них зафиксированы в Туапсе, по 2 в Кореновске и Сочи. Возраст пациентов от 24 до 78 лет. В соответствии с инкубационным периодом в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более 2 недель назад. Таким образом, всего в крае лабораторно подтвердилось 85 случаев COVID-19. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 28 марта в Абхазии объявлено чрезвычайное положение и введен запрет на работу всех рынков, кафе и общественного транспорта. Многие столкнулись с финансовыми сложностями из-за ограничительных мер. Особенно страдают жители сел, которые живут за счет реализации собственной сельхозпродукции. Репортаж Саида Джарсалия. После закрытия Сухумского центрального рынка на карантин продавцы сельскохозяйственной продукции уже более 10 дней не могут реализовать свой товар. Для многих из них это единственный способ заработать, чтобы купить жизненно необходимые продукты питания. Поэтому они, находясь в безвыходной ситуации, игнорируют меры предосторожности и выставляют свой товар на пешеходной стороне улиц около рынка. Представители силовых структур уже несколько дней проводят профилактические беседы с продавцами-нарушителями, но безрезультатно. В итоге 8 апреля с 5 часов утра сотрудниками УВД города Сухум совместно с представителями Управления по борьбе с экономическими преступлениями и специальным отрядом быстрого реагирования был заблокирован отрезок улицы Гулия и Вардания. В соответствии с распоряжением исполняющей обязанности президента были указы, которые непосредственно регламентировали работу о запрете мест торговли, сбора большого количества людей, в том числе и вот наш Сухумский городской рынок относился к этому числу закрытия объектов. Как видите, общественный транспорт у нас на сегодняшний день не ходит. Почему? Потому что там тоже большое скопление граждан. По истечению времени наши граждане начали торговлю на проезжей части, на тротуарах. Это и в простые дни вне распоряжения это антисанитарийно, а в такие дни это смерти подобно. Тем более еще в этом положении, когда такое заболевание, как коронавирус, если вам известно, да, вчера было выявлен факт в Гагарском районе, задолго до этого было выявлено в Галицком районе 2 случая. Мы, как знаем, инкубационный период заболевания, коронавирусное заболевание около 15-20 дней. Человек, не подозревая этого, может быть разносчиком этой болезни. Большое скопление граждан на рынках, в общественном транспорте, в других местах – это большая опасность для всего нашего населения. Конечно, и в связи с этим было принято решение. Просим отнестись к этому с ответственностью и с терпением, пониманием в первую очередь. Понимаем, что люди тоже не от хорошей жизни ситуации вышли на тротуары и торгуют, все понимаем, но здоровье и жизнь людей в первую очередь, безусловно. Продавцы, которые уже не первый год торгуют на территории рынка, относятся с пониманием к введенным мерам в связи с карантином, но в то же время отмечают, что для них эта работа – единственный источник дохода. Обстановка, конечно же, чрезвычайно тяжелая. Да, мы понимаем, что карантин, нужно его соблюдать. Мы тоже боимся, приостерегаемся. Каждый боится за свою семью, конечно же, но что делать? Надо как-то выживать, потому что, как они говорят, сидеть дома и выходить без какой-либо причины, просто по необходимости купить медикаменты и продукты. Но чтобы это купить, надо тоже на это заработать, правильно? Страшно, конечно. Не дай бог, чтобы здесь проникнул этот коронавирус. Не дай бог, я никому этого не желаю, но нас тоже надо понять. У кого-то зарплата есть? Да, они могут выживать. Но у сельских, поверьте мне, этого нету. Поэтому что делать? Мы вынуждены приходить сюда, стоять здесь каждый день с утра до ночи
и чтобы заработать на кусок хлеба, потому что нету другой возможности. Многие из сельчан специально вырастили овощи и зелень к сезону в больших количествах, чтобы продать и заработать какую-то сумму. С закрытием рынка у них просто не осталось места для реализации своей продукции. Жительница Сухумского района Тамара Тарасян отметила, что торгующие здесь люди не являются перекупщиками. По ее словам, с момента закрытия рынка почти 90% выращенной у нее в огороде зелени испортилось. Оставшуюся небольшую часть она хочет продать, чтобы купить необходимые продукты. Так как закрыт рынок, решили на улице стоять. То, что есть, из дому мы приносим, мы не покупаем. В основном люди приносят из дому свой товар. Вот, например, я посадила 600 килограмм лука, она растет уже. Его надо уже выбросить, скосить и выбросить. С одной стороны, хорошо, что, конечно, рынок закрыт, но с другой стороны, тоже люди хотят кушать. На что продукты как покупать, допустим? Нет у людей денег. Сельчане, которые вынуждены прекратить торговать возле рынка, осознают всю серьезность ситуации с карантином в республике, но в то же время просят обратить внимание на тех, кто живет за счет подобной деятельности. Саид Жарсалия, Степан Мартиросян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии, старший советник юстиции Нона Смыр приказом генпрокурора освобождена от занимаемой должности, сообщается на официальном сайте ведомства. Согласно текста приказа, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и отсутствие надзора и контроля за организацией расследования ряда уголовных дел, в частности, дело по похищению гражданина Мирцхулава по обвинению в хищении имущества в отношении Лакирбая и Гуля, находящихся в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Когония Даура Юрьевича. Как сообщалось ранее, по аналогичному факту 26 марта 2020 года прокуратурой города Сухум в отношении Когоня также возбуждалось уголовное дело. В настоящее время оба дела объединены постановлением следователя в одно производство. Даур Когоня органом предварительного расследования подозревается в том, что за денежное вознаграждение взял на себя обязательства по обращению в суд с исковым заявлением в интересах заинтересованных лиц, при этом обманным путем в неустановленном месте путем подлога использования технических средств методом электрографического копирования, сканирования и монтажа изготовил официальные документы. Из-за карантина многие образовательные учреждения Абхазии перешли на дистанционное обучение, в котором педагог и учащиеся взаимодействуют посредством интернета. Где и как проходит удаленная учеба? В чем ее плюсы и минусы, разбиралась Эсма Гуланце. Мировая пандемия поменяла привычный уклад во всех сферах жизни, в том числе и в образовании. Вот уже третью неделю из-за объявленного карантина учеба в школах Абхазии приостановлена. Образовательные учреждения пустуют, дети сидят дома. Как вы видите, здесь непривычно тихо и пусто. Дети не бегают по коридорам, не толпятся в столовке. Нет звонков, ни уроков. Однако учебный процесс не остановился. Педагоги и учащиеся теперь встречаются на просторах интернета. Выучить азбуку через мессенджер или сложить десятичные дроби онлайн. Теперь дистанционное образование доступно и в Абхазии. В соответствии с расписанием школьники ежедневно получают задания по интернету, которые необходимо выполнить и отослать педагогу. Процесс также включает видеоуроки, онлайн-чат с преподавателем и использование различных обучающих сайтов. В этом классе мы каждый день с Любовью Владимировной, это педагог 2 класса, и также она учитель математики в 5 классе, мы снимаем видеоурок с новой темой. Дальше я загружаю на наш YouTube-канал это видео и отправляю ссылку ученикам данных классов. Так выстраивается работа ученика и школьника ежедневно. Дети выполняют ежедневно урок. Это так же, как если бы они сидели в классе, новая тема на доске, учитель объясняет, и в конце урока дается домашнее задание. Эти домашние задания все фотографируются, отправляются или педагогу, или классному руководителю. Большая ответственность сейчас лежит на родителях, потому что нужно следить за процессом, участвовать и быть в ежедневном контакте с педагогом. Конечно, для педагогов переход на дистанционное обучение оказался непростым. Однако они всеми силами стараются продолжить привычные уроки в онлайн-режиме.
В силу последних событий я провожу онлайн-уроки с учащимися. Они нам дают возможность проверить учащихся, опросить, проводить те или иные задания в онлайн-режиме. Конечно, закрепить хотя бы то, что мы прошли. Но онлайн-уроки имеют, конечно, и минусы. Они заключаются в чем? Нет близкого контакта с ребенком. И касательно моего предмета, конечно, сложнее проверять письменные задания. Но благо, что есть возможность хотя бы так работать с детьми и проверять то, что они знают, и это помогает им не забыть то, что мы прошли. Абхазским студентам тоже не стоит расслабляться. Учиться пусть и не в стенах университета, но все-таки придется. По примеру большинства вузов всего мира, Абхазский государственный университет также включился в процесс дистанционного обучения. Проводится целый ряд мероприятий. Вот в первую очередь это онлайн-лекции. Десятки лекций у нас сегодня ведутся в онлайн-режиме. В большинстве групп, университетских курсов были созданы, такие виртуальные группы, через которую идет связь и студентов друг с другом, и в первую очередь преподавателей со студентами. Передаются им задания, студенты в свою очередь готовят рефераты и имеют возможность их переслать преподавателю. Возможность обучаться дистанционно – привилегия не только школьников и студентов. Самообразование давно доступно для любого человека, у которого есть доступ в интернет. Если, например, вы хотите освоить или подтянуть иностранный язык, карантин для этого самое подходящее время. В онлайн-обучении можно говорить очень долго, но хотелось бы выделить самые основные моменты. Во-первых, можно работать с любого места и всегда выглядеть профессионально. На лекцию никто не опаздывает, так как с помощью мобильного приложения можно подключиться к занятию даже с мобильного. Онлайн-обучение позволяет выбрать не только время и место удобное, а также выбрать свой собственный темп обучения. В любое время можно связаться с преподавателем по чату, по почте или аудио-видеосвязи. Таким образом, в Абхазии сейчас активно вводятся методы дистанционного обучения, без которых в ближайшее время явно не обойтись. Конечно, это временная мера, однако, возможно, такой формат приживется надолго. Эсма Голанзе, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 10-15 градусов. Температура морской воды плюс 12 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Берегите себя, оставайтесь дома.